Как госдеп США, известный американский финансист Джо Сорос, контролирует политическую ситуацию в Македонии? И не повторит ли балканская страна судьбу Украины? Документальный фильм Ольги Курлаевой «Штат Македония» обсудит Андрей Медведев с гостями в студии. Здравствуйте. Итак, «Штат Македония». Так называется новый фильм Ольги Курлаевой. И буквально через минуту-другую она расскажет, почему такое название и как вообще проходила работа над этим фильмом. Но, конечно, у зрителей наших может, наверное, возникнуть вопрос, чего нам до Македонии, как нас касается все то, что происходит в этой небольшой балканской стране. Но вообще, конечно, и сама Македония, и шире Балканы в свое время стали таким полигоном, на котором Запад и конкретно Вашингтон отработали, пожалуй, все возможные политические схемы, которые в свое время были применены и возле наших границ. Это и создание разных антигосударственных неправительственных организаций. Это и воспитание очень особой, очень прозападной политической элиты. Это и стравливание народов, такой запуск механизма очень жестких, очень свирепых, жестоких межнациональных конфликтов. В этом смысле, конечно, изучить опыт Балкан и конкретно небольшой, казалось бы, но очень важной Македонии для нас, безусловно, невероятно важно, чтобы самим не наступать на те же грабли, чтобы самим не допускать те же ошибки, которые привели когда-то к краху Югославию и которые когда-то, в общем, поставили Македонию на ту грань, на которой она балансирует сегодня. Оль, название «Штат Македония» – это отсыл к тому, что сегодня почти вся македонская элита политическая контролируется из-за океана, и именно поэтому «Штат Македония», то есть это американский state of Македония? Когда я делала этот фильм, как раз я тоже говорила, почти вся элита. Меня сразу поправляли, нет, вся. Равно как и оппозиция, и проправительственные партии. Это все единый организм, который напрямую подчиняется установкам посольства США. И полностью финансируется оттуда. Это не мои заявления, это как бы люди, которые занимаются политикой, люди, которые и из правительства, они сами готовы об этом рассказывать. Ну, вообще, насколько я помню, там достаточно давно уже такая есть шутка, полушутка о том, что посол США – это фактически губернатор Македонии. Нет, не только губернатор, он и судья, он и глава избирательной комиссии, он и начальник полицейских участков, он и министр обороны, он и премьер-министр, то есть он и глаза, и уши премьер-министра, и всего того, что, собственно, является государственным институтом. Да, вот представлю наших гостей. Виктор Колбановский, эксперт по балканскому вопросу. Евгений Крутиков, политический обозреватель. Здрасте. Павел Ефимович Кандель. Здравствуйте, Павел Ефимович. Балканист, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук. И Николай Николаевич Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук. Виктор, вы попытались что-то добавить, потому что начала говорить Ольга, и, видимо, по поводу посла США. Да. Ну, сначала я хотел бы прокомментировать по поводу того, что Балкан является испытательным полигоном соответствующих технологий, и, соответственно, посол США не только в Македонии, но и в Черногории, и в ряде других балканских государств действительно является губернатором или прокуратором стран. С середины 90-х годов, даже еще более раньше, по определенным данным, работает американская программа, которая, собственно говоря, осуществляла и расчленение Югославии, и формирование вот этого драматического конфликта, распада Югославии в 1999 году, и последующее формирование этих квазиуправляемых государств и втягивание в орбиту... Нет, почему они очень управляемые, просто квазигосударства. Абсолютно управляемые, да. Но, с другой стороны, надо сказать, что и Балканы являются исторически и вектором российским внешнеполитическим. Мы не должны об этом забывать. И сейчас в контексте наших успехов в Сирии и развития ближневосточной политики необходимо четко подчеркнуть, что балканская политика становится определенной проекцией развития и успехов ситуации в Сирии. И необходимо отметить, что усиление вектора балканской политики является сейчас актуальной повесткой наших международных отношений. Да, ну вот
Николай Николаевич, сейчас я смотрю так, вы немножко скептически, Я люблю поэтому... слова «вектор». Да, но Вот это давайте я я человек вас практический спрошу, просто, понимаю, давайте я вас сейчас спрошу, а потом мы посмотрим фильм Ольги Курлаевой, да, про то, собственно, как живет штат Македония, а потом вы ответите. А спрошу я, знаете, вот о чем, как вам кажется, то, о чем сказал коллега, наше присутствие на Балканах, наше вот это вот внешнеполитическое усилие на Балканах, оно вообще достаточное для того, чтобы мы там были жестко закреплены? Ну, давайте чуть подробнее после фильма. А что, Оль? У нас нет присутствия Почти на Балканах. У нас нет присутствия. Конечно. А в этом... А об там этом- его ищут. Они понял. его все время ищут. Они И его- все, что делается в этих странах, она как раз делается, чтобы избежать присутствия России. В том числе. Хорошо, смотрим фильм Ольги Курлаевой «Штат Македония», а потом продолжаем разговор. Калинка-малинка, российские триколоры в руках у ликующих горожан. Кажется, что это где-то в России. И лишь только красные флаги с желтым солнцем выдают митингующих македонцев. Под окнами российского посольства в Скопье македонцы старательно подхватывают слова российского гимна, как бы подчеркивая, что они и есть тот самый братский народ, с которым союз вековой. Сюда они пришли на следующий день после того, как руководство республики решили присоединиться к британским санкциям и депортировать одного дипломата из Скопья. Мы понимаем, очень хорошо понимаем, что этот недружественный шаг, он не выражает чувства македонского народа в отношении России. Российский посол Олег Щербак пытается поблагодарить за такой благородный жест. Но дружелюбные и эмоциональные македонцы не дают ему договорить. Мы выражаем поддержку российскому посольству и гражданам России и осуждаем действия властей Македонии. Первоначально жители Скопья планировали выразить свой протест у ворот представительства США, но затем изменили концепцию акции. Ведь после бомбардировок 1999 года американцы превратили свое посольство в неприступную крепость. Когда бомбили Югославию, единственное посольство Америки, еще одно в Африке, подверглись атакам. Я участвовала в протестах тут, в Скопье, это было страшно. Налетели вертолеты, горели перевернутые машины, протестующие забрасывали американцев коктейлями Молотова. Самое большое в Европе посольство США стало практически недоступным для посторонних глаз. Свои двери дипмиссия открывает по большим американским праздникам и только для своих верных союзников. Посольство Америки никогда нам этого не забудет, не простит. Они поняли, что есть у них один союзник – это этнические албанцы, но не мы, македонцы. Мы всегда в их глазах будем союзниками славян. Нам нет веры, и теперь мы заложники. Посольство США в Македонии занимает территорию по площади, равную 3 футбольным полям. Комплекс зданий расположен в стратегически важном месте на холмах на окраине города. Потом американцы построили самое большое посольство на Балканах и в Европе. Оно прямо над Скопье. Там находится самая передовая техника для связи с военными базами, типа Бондстил, это центр управления. Потом там собрали оборудование для тотальной слежки за населением Балкан. АНБ базируется тоже в Скопье. Кроме видимых конструкций, здание уходит на 4 этажа под землю. Кажется, в Госдепартаменте США следует заветам германского канцлера Отто фон Бисмарка, сказавшего однажды, что тот, кто контролирует долину реки Вардар, является хозяином Балкан. А бассейн реки Вардар – это 2/3 современной Македонии. Македония – самая бедная из бывших югославских республик. Страна, не имеющая выхода к морю, с населением чуть более 2 миллионов человек, одна из первых объявила о независимости и выходе из состава СФРЮ еще в 1991 году. В то же время власть в государстве между собой разделили всего 2 партии.
В Македонии есть две большие партии, которые хотят вступления в Евросоюз и НАТО. Они находятся под контролем американского посла Бейли, а также всегда работали по инструкциям Джорджа Сороса. Янко Бочев, политик с 20-летним стажем, утверждает, что развитие страны тормозит проблема несменяемости власти, а сама Македония с первых дней независимости взяла курс на Запад. Эти партии находятся под директивным влиянием со стороны Сороса. Они хотят не только изменить название Македонии, но и нашу идентичность, и нашу историю. Сразу после обретения государственности в Македонию ввели ограниченный миротворческий контингент ООН. Больше 1000 американских и скандинавских солдат. Под предлогом защиты от сербской агрессии македонское руководство предоставило военнослужащим полигон, принадлежавший ранее югославской армии. Дикие орды Джорджа Сороса просто сорят тут деньгами. Создают множественные неправительственные организации, формируют атмосферу и политический климат. Он появился тут в 93-94 годах с огромными деньгами и под видом благотворителя все это время навязывает свои ценности. Политический обозреватель Миленко Неделковский рассказывает, что 20 лет назад в планах Госдепа США было объединение Македонии и Албании в одно государство. Но Скопье категорически отказалось от такого союза. Македонцы не приветствовали таких близких отношений с соседями, которые уже организовали свою нелегальную власть на граничащих с Косовом территориях. Мы находимся в центре Балкан. Мы сами являемся центром мира. Когда-то мы долгое время жили в большом государстве Югославия. Тогда наша армия была пятой в Европе, и тогда у нас не было ни проблем ни с языком, ни с названием. Теперь Запад разделил нас через войну в Боснии, хорватско-сербскую войну и незаконный захват территории Косово. Затем у нас была война здесь в 2001 году. Теперь мы все маленькие и беспомощные. Сценарист из далекого государства создал нам непосильные условия. В конце 1999 года, спасаясь от натовских бомбардировок, 360 тысяч косовских албанцев осели на северо-западе Македонии. Часть из них вскоре покинула страну. А вот оставшиеся объединились с местными албанцами и потребовали от Скопья создания автономии. Межэтнический спор подогревали кураторы из Госдепа, создавшие на территории Македонии тыловую часть УЧК – освободительной армии Косово Хашима Тачи. Конечно, Америка не рассматривала Македонию как своего партнера. В качестве надежного союзника Америка сразу выбрала албанскую власть. В основном на территории этой Западной Македонии можно увидеть много американских флагов. Там остались беженцы. В Македонии американского флага вы нигде не встретите. 15 марта 2001 года албанская армия национального освобождения развязала террор, устраивая нападения на македонских военных. В местечке Тетово 1,5 десятка боевиков обстреляли македонских полицейских, ранив 18 из них. Это стало началом настоящей гражданской войны. Погасить конфликт удалось спустя полгода при вмешательстве сил НАТО. Парламент Македонии тогда пошел на уступки и подписал с сепаратистами так называемое Охридское соглашение. Албанские поселения получили статус ограниченных автономий, а представители официальной Тираны стали частыми гостями на македонской земле. Все эти соглашения я считаю нелегитимными. Они противоречат Конституции Республики Македония. Любое другое новое правительство, которое не будет зависеть от посольства США, которое придет к власти путем честных выборов, будет иметь возможность юридически опротестовать и отменить все эти охридские договоры. Сейчас они действуют в ущерб Македонии. Но пока в парламентской республике формально установлена двухпартийная политическая система – партия правительства и так называемая оппозиция. Правда, обе они напрямую регулируются из Вашингтона. Всех правителей на Балканах, и в частности в Македонии, выбирает Америка. Они ставят людей с ужасным прошлым. Это гомосексуализм и торговля наркотиками.
Из-за своего прошлого такие лидеры легко управляемы, они покорны, они не сопротивляются манипуляциям извне. На данный момент посол США является фактически главой правящей партии СДСМ и главой оппозиционной партии ФМРО. Также посол США управляет и премьер-министром, и председателем Верховного суда, и генеральным прокурором. Он же назначает человека на должность главы избиркома. Солза Грачева, основатель антикоррупционного движения в Македонии, рисует печальную картину бюрократического государства. Каждый политик тесно связан с бизнесом. Практически это одни и те же люди. Вся политическая элита занимается бизнесом, и эти 5% – самая богатая часть. Одни богатеют, другие стремительно нищают. Что интересно, даже если политические оппоненты – кровные враги, то в бизнесе они стоят друг за друга. Тут все тесно переплетено – политические соглашения и бизнес. По словам Солзы, коррупционная система отлаживалась чиновниками 2 десятилетия. Такое положение дел в македонском парламенте вполне устраивает попечителей из американского посольства. Коррупция Америку не интересует, и это связано не только с Македонией, но и в целом с Балканами. Эта коррупция используется в целях шантажа. Например, у нас был премьер Груевский, который выполнял все предписания и наказы, делал то, что от него хотели, получая взамен очень хорошее финансирование. Но когда Груевский не захотел участвовать в смене названия страны Македонии, тут же были опубликованы результаты его прослушки. Речь идет о Николе Груевском, который еще 2 года назад сидел в кресле премьер-министра Македонии. Считается, что его политика была очень лояльна по отношению к коренному населению. Основной целью снятия Груевского является так называемая православная стрела. Она включает в себя интересы русских, греков и сербов. В ход пошла война компроматов. В руки политического оппонента Груевского Зорана Заева попали доказательства слежки правительством как за высокопоставленными чиновниками, так и за простыми гражданами. В цели ослабления влияния Груевского собирали множество доказательств. Прямых, косвенных, доказанных, недоказанных. На данный момент это всем понятно, что есть компромат. Понятно, что есть компромат. Есть доступ к письменным, электронным и другим видам доказательств переговоров Груевского. Зоран Заев, молодой перспективный политик из Трумицы, опубликовал документы, в которых разоблачает главу парламента и выдает информацию о 20 тысячах случаев незаконных прослушек и слежки за гражданами своей страны. Кто заказал, до сих пор неизвестно. Зачем и для кого эта прослушка. Ясно, что сделано это службой безопасности, но кто за этим стоит? Не исключено, что заказчик намекнул, что у него есть более жесткий компромат, и если надо, он его обнародует, держит на крючке. У многих тогда возникли вопросы и к разоблачителю, откуда у него появился столь конфиденциальный компромат. Зорана Заева и 3 его заместителей тогда даже обвинили в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы. Группа Ми-6 и итальянская служба безопасности собрали и опубликовали большое количество информации. Что касается заместителя Заева, который обвинил его, он просто мелкий локальный преступник. В сеть попало видео, где Заев рассказывает Груевскому, каким образом и кто передал ему на самом деле компромат. Да, Заев пришел к Груевскому и сказал, что компромат передали иностранные агенты, а вечером отказался от своих же слов. Знаете, Заев знаменит неумением отвечать за свои слова. С утра заявляет одно, потом встречается с кураторами и вечером выдает совсем другое. В Скопье начались массовые протесты. Митингующие требовали отставки правительства Николы Груевского. Оппозиционное движение возглавил Зоран Заев. Ничего иного, друзья мои, Николе Груевскому не остается, кроме как покинуть здание правительства. Это уже сейчас в открытую говорят, что митинги были не спонтанные, а хорошо организованные через посольство США и фонды Сороса. Здесь есть албанское меньшинство, но не только здесь, но и в Греции, в Черногории. Когда посольство США выводит их на улицу без какой-либо видимой причины, они протестуют. Но они не выходят тогда, когда необходимо им самим, когда за них решают очень важные вопросы, когда принимаются важные для них самих решения. Посольство США выключает их в этот момент, и они сидят дома.
Никола Груевский оставил пост, но лишь для того, чтобы вновь участвовать в выборах, и в декабре 2016-го одержал победу. Но закрепиться на премьерском месте у избранника македонского большинства не получилось. Никола Груевский просто не смог сформировать правительство. И это македонские политики связывают с прямым вмешательством в выборы извне. Есть разные версии, но точно одно. Все это было организовано, чтобы пал режим Груевского. Именно такие лозунги звучали. Официальным спонсором оппозиции, поддержавшей кандидатуру Заева, Виктор Трифуновский называет Джорджа Сороса. Множественные неправительственные организации Сороса работали как политические партии, и они согласовывали со спонсорами назначение каждого министра в будущем правительстве. То есть заранее продавали портфели, торговали должностями или управляли, называйте как хотите. Был подкуп голосов, взятки. Профессор экономики, председатель общества бизнесменов объясняет механизм работы школы Сороса на минувших парламентских выборах. По его словам, каждый высокопоставленный партийный функционер Македонии финансируется из бюджета американского миллиардера. Но напрямую партии брать денег не могут. Поэтому при каждом коррупционере есть своя маленькая благотворительная неправительственная организация. Значит, вот эти фанаты Сороса, они не могли напрямую отдавать деньги партии. Но они нашли выход. Каждый высокопоставленный член партии открывал свою неправительственную организацию, где получал большие деньги, чтобы можно было дальше работать. Это было выгодно. Экономист утверждает, фонд Сороса тратит в Македонии гигантские суммы на продвижение своих проектов через неправительственные фонды. Есть информация, сколько денег вкладывает Сорос? Если мы говорим об официальных данных, которые были опубликованы, то это 5 миллионов евро, которые были выделены вот этим вот неправительственным обществом только на выборы. Для такого маленького государства, как Македония, можете себе представить, когда средняя зарплата журналиста около 200 евро. Конечно, он может влиять и на медиа, и на политику, и очень сильно. Большая часть средств уходит на работу со СМИ. В соседней Греции уже давно наблюдают за работой македонской прессы, которая обслуживает интересы американского протеже. Я знаю определенное количество журналистов, которые оплачиваются американскими деньгами, которые сейчас за мзду создадут так называемый политический профайл Заеву. Харис Лазурополос – известный в Афинах эксперт по Балканам, в прошлом сотрудник Министерства обороны. Он говорит, что в Греции уже создается база по мониторингу балканских СМИ. Есть доказательства и материалы, которые показывают, что деньги, которыми оплачиваются журналисты, происходят из Америки. Скажем так, из компаний, которые занимаются благотворительностью, которые участвуют в делах беженцев, помощи беженцам. По словам Лазурополоса, в Греции пристально наблюдают за подобными организациями, которые формируют общественное мнение в Македонии. Сейчас основная задача – скорректировать имидж вновь избранного премьера. Его репутацию нельзя назвать безупречной. Здесь марструмицы проводят калькуляцию отката. Застройщику предлагается продать государству квадратные метры по цене в 6 раз превышающей рыночную. Там има цены 438 динар, има цены 70 динар. Свой интерес в возведении объекта мэр Струмицы оценил в 1 евро с квадратного метра. А таких метров планировалось построить 67 тысяч. Кажем, как 1 евро. На тротуар и 1 евро от квадратного дурсе. На мене. А еще был громкий коррупционный скандал, связанный со строительством огромного супермаркета «Глобал» в самом центре Струмицы. Когда строили торговый центр, прокуратура завела уголовное дело о махинациях на 35 миллионов евро. Но Заева спас бывший президент. Дело замяли. Жители города до сих пор вспоминают годы правления будущего премьер-министра с благодарностью. Какой он градоначальник? Если бы управлял успешно, была бы инфраструктура. Вон, смотрите, какая дорога. Ее нет. Он только себе карман набивал. Живео Георгиев трудится на руднике уже полвека. Сегодня он отважился рассказать нам о теневых доходах лидера страны, а когда-то своего соседа. Заевы хорошо жили. Деда я знал, добрый человек был. Мы дружили. А вот сам Зоран Заев, по словам старого шахтера, заботился только о собственном благополучии и агрессивно скупал все ключевые городские активы. Почти все в Струмице его. В каждом бизнесе у него доля.
Когда был градоначальником, влез во все предприятия, и отели, и заводы, везде его интересы. Миленко Неделковский объясняет стремительный карьерный рост чиновника среднего звена с криминальным прошлым его лояльностью по отношению к западным партнерам. Зоран Заев был мэром небольшого городка в Македонии, и после 2 или 3 сроков он стал очень богатым. Он человек с очень скромными умственными способностями, ниже среднего. Он не говорит на иностранных языках. И не только английский и русский. Он не говорит на сербском языке, человек, который не понимает основные вещи, но его очень легко прослушивать, и он имеет очень много амбиций. Во время избирательной кампании премьер Заев представлял интересы македонского большинства, а теперь все чаще обращается в албанскую сторону. Во время последней предвыборной кампании в парламент, состоявшейся в декабре 2016 года, Зоран Заев много путешествовал по Швейцарии. И там он встречался с представителями албанской диаспоры и с крупными финансистами албанских партий, которые экономически интегрированы не только в Македонии, но и Косово и Албании, которые имеют четкие связи с организованной преступностью, то есть с торговлей оружием и незаконным оборотом наркотиков. Зорана Заева одним из первых поздравил с получением премьерского мандата Хашим Тачи, больше известный как генерал «Смерть в Косово». А главу официальной тираны Эди Раму Заев не раз встречал на православной земле еще до своего премьерства. Результатом такой дружбы, одобренной посольством США, стала так называемая «Албанская платформа». Лидеры всех этнических албанцев подписали в декабре 2016 года Тиранское соглашение. Тиранская платформа была придумана в Вашингтоне, и именно бывший начальник ЦРУ с помощью албанцев стал продвигать этот проект. Согласно договору о Тиранской платформе, Македония должна не только признать официальным албанский язык в этнических населениях, но и сделать его вторым государственным. Помимо этого, албанцы требуют отображать в македонских гербах и флаге символы Албании. А главное, правительство должно распределять бюджет по этническому принципу. Македонцы встретили это решение парламента протестами. Неделковский вспоминает, как в холодный февральский день на улицу вышли почти 50 тысяч человек. Интересно, что на демонстрации не было ни одного лидера оппозиции. И это свидетельствует о том, что правительство и оппозиция находятся под контролем американского посла в Скопье. Палаточный городок напротив парламентского дворца. Горстка македонцев все еще пытается отстоять свои права на национальную идентификацию. Протестующие стоят круглосуточно. Из еды, печенья и кофе. Из реквизита потертые плакаты с лозунгами на македонском. Требования остановить межэтнический конфликт, к которому, по мнению активистов, приведут действия нового парламента. Мы тут против двуязычия. Государственный язык только один. И все из-за нового правительства. Оно нелегитимно. Парламент проголосовал, но это решение не может действовать, пока президент не подпишет. Это все незаконно. Узнав, что мы из России, протестующие просят спеть с ними что-нибудь на македонском. С каждым днем их все меньше. Даже оппозиция не поддерживает этих борцов за македонское унитарное государство. Этот протест никому не выгодно использовать. Это все для того сделано и придумано было, чтобы привести к власти нужное им правительство. Выборы нелегитимные, они все подставные. Мы видели, как делались эти технологии. Это такая же оранжевая революция. Не оранжевая, а красочная. Такое название получила попытка госпереворота в Скопье. Мы протестуем уже 70 дней. То, что мы делаем, назвали красочной революцией. У нас прежние требования, на которые правительство не реагирует. Свою принадлежность к цветным революциям демонстранты подчеркивали красками. Студенты шли на митинги, вооруженные водными пистолетами с разноцветной жидкостью, и превращали центр Скопье в палитру. Следы от такого протеста до сих пор остались на фасадах и памятниках культуры. Многие открыто причисляли себя к армии Сороса. Сорос всегда вызывает изменения в равновесии интересов между сторонами.
Это тот человек, который двигает чашу весов в сторону одного или другого. Это происходит с 1991 года. И это происходит исторически с самого начала. Ввязан, скажем так, в ситуацию Сорос, поскольку здесь происходит раскол. И идет игра именно на раскол отношений внутри страны, между частью населения, для того, чтобы разбить Западные Балканы на максимальное количество маленьких стран. В Афинах, Салониках проходят многотысячные демонстрации, где балканским соседям ясно дают понять, что Македония – это Греция. Сценарий и лозунги подобных митингов греки видели и в других странах. До Салоников, оттуда до македонской границы не более 10 километров. Но ни одного указателя на балканское государство в Греции не встретить. Дело в том, что греки хотят заставить соседей изменить свое название «Республика Македония» и переименоваться в Республику Скопье. Ведь в Греции уже есть один регион с названием Македония. И именно его они считают историческим. Никакого территориального спора между Афинами и Скопье нет. Но именно из-за своего названия Македония не может стать членом ЕС и вступить в Североатлантический альянс. Греция против. Македония – это периферия Греции и является территорией Греции. Частью Греции – это ее граница. Она является родиной Филиппа, отца Александра Македонского. А то, как называют эту Югославскую республику, неправильно. Саввас Калинтеридис – картограф. Его издательство специализируется на исторической литературе и географических справочниках. У меня в руках карта Македонии, той самой на севере Греции. А та другая, Балканская Македония, где столица Скопье, всего лишь бывшая Югославская республика. Так считает картограф. Это граница Греции. И на протяжении всей этой границы нет ни одного города, который бы принадлежал другой стране, кроме Греции. Переименование Македонии Афины потребовали сразу же после того, как в Скопье провозгласили о своей независимости. Споры шли тогда 3 года. В Организации Объединенных Наций услышали доводы греков и добавили к названию страны 2 обидных слова. Так, членом ООН балканское государство стало под новым названием – бывшая Югославская республика Македония. А Скопье – это почему греки хотят, чтобы была республика Скопье, а не Македония? Почему именно республика Скопье? Потому что само слово «Македония» позволит им претендовать на историю, распространение своего македонского языка, несуществующего, кстати, языка. Они образуют новую, несуществующую Македонию. Вы не найдете ни в одном историческом справочнике информации о ней. Греки признают, что этот спор не дает возможности Скопье войти в НАТО и противоречит ценностям Евросоюза. Но отступать не намерены. Это абсолютно так. Греция делает все для того, чтобы не позволить республике попасть в НАТО и в Европейский Союз. Вопрос, который рассматривается, будет гораздо шире, чем вопрос о вступлении в НАТО. Хотя и понимают, что втянуты в большую политическую интригу, и на их самолюбии просто играют. И теперь европейское сообщество и Америка пытаются исключить Скопье в НАТО, чтобы прекратить влияние России в этой части Балкан. Для предотвращения российского влияния в этом регионе, потому что они просто славяне. В этом противостоянии греки дошли до того, что запретили использовать македонцам свои порты в Салониках для перевозки товаров. И без того не очень сильная экономика Македонии, которая держится на дотациях, понесла колоссальные убытки. Македония – самая слабо развитая в экономическом отношении страна из бывших республик Югославии. Импорт в 2 раза превышает экспорт. Македонцы уже давно привыкли жить от урожая до урожая, но в этом году ждать дохода от продажи вина и капусты соседям не приходится. Дело в том, что страну накрыл североатлантический холод и заморозил лозу, как кредиты в Европейском банке за отказ присоединиться к санкциям против России. Спасти Македонию, по мнению экспертов, мог бы российский газ. Но и тут страна впала в зависимость от соседей, теперь уже от болгар. Турецкий поток раньше имел другое название – Южный поток, и он должен был пройти через Болгарию. Этот Южный поток был запрещен политическим решением, и тут нет никакого самостоятельного влияния македонского политика. Любой македонский политик, независимо от того, кто он, получающий приказ от американского посольства, не может отказаться.
Мы находимся в такой ситуации, как и немцы, которые блокируют Россию. Ведь им совершенно не вредно иметь два газопровода под Северным морем. В Македонии даже проложен газопровод, который, возможно, было бы подключить к потоку. Он был построен при участии России в счет старого долга Югославии. Бывший премьер-министр Николай Груевский пытался реализовать проект «Южный поток» и объявил, что Македония не будет присоединяться к санкциям против России. И в этом смысле наша страна солидарна с Сербией. Но после этого Запад уволил его. Это стало причиной политической гибели Груевского. Теперь в бюджете республики не будет строки «Транзит углеводородов». Российский газ пойдет до Турции по морю, а там уже турки экспортируют его в Грецию. Дальше голубое топливо потянется в Италию и по всей Европе. И именно тут греческие политики видят ущемление интересов США, из-за которых стало неспокойно на Балканах. На самом деле это является игрой интересов. Кто мощнее? Скажем так, поскольку речь идет о двух крупных трубопроводах, один из них известен как Южный поток, и второй, тот, который имеет место быть на севере Греции. Македония между ними. То есть речь идет о проекте, который в данный момент реализовывается на севере Греции, во Фракии. Мы едем с Жевко Георгиевым к соратникам по партии. Несколько лет назад шахтер ушел в политику и возглавил в Струмице пророссийскую антинатовскую общественную организацию. Когда дружили с Россией, было хорошо. Торговые сети у нас закупали и овощи, и фрукты. Цены были выгодные. Сейчас всего этого нет. Закупочные цены совсем упали. Старенький автомобиль маневрирует по разбитой дороге, и македонец спускается в воспоминания о социалистическом прошлом бывшей Югославской республики. При Югославии Струмица была центром промышленности. Тут и трактора собирали, дерево обрабатывали, торговля шла. О европейском рынке македонцам приходится только мечтать. А вообще кто-то фрукты македонские покупает в Европе? Очень редко. Продукты в основном идут в республике Югославии. Тут по местности тоже продается. В Европе есть своя Италия, а у нас капуста уже 10 евроцентов стоит. Как жить? На пороге явочного дома нас встречает Милка и сразу ведет за стол, где уже рассказывает о светлом будущем Македонии в союзе с Россией. За союзников и братство славян, Россия и Македония. Раньше Милка был фермером, продавал капусту и сладкий перец. Теперь то, что осталось от овощей с огорода, не хватает даже на то, чтобы дотянуть до весны. Это перец, а вот компот. Зарплата маляра позволяет лишь оплатить коммуналку. На ремонт дома пока денег нет. Мяса нет. Откуда? Сегодня у оппозиционеров скромный ужин. На 5 человек 5 клубней картошки. В ходе дискуссии Милка приходит к неожиданному выводу. Равняться нужно на Венгрию. В Македонии слушают Сороса. Он тут откладывает деньги, покупает и получает выгоду. Венгры молодцы. Выгнали его, а мы держим зачем-то. Неожиданно Милка Петров вспоминает, что в хлеву у него стоит некормленный Сорос. Осел, которого бывший фермер в шутку прозвал в честь неформального хозяина страны. Раньше у всех ослы были тут, а теперь только 2 осталось. Раньше от них польза была, работали на них. А теперь вот только корм ест. Македонец подносит ослу очередную порцию уже гнилой соломы. Сорос спокойно жует, надеясь, что еще долго будет кормиться с балканских рук. Итак, это был фильм Ольги Курлаевой «Штат Македония». Ну, действительно, штат Македония. Действительно, штат, учитывая то, какое сильное американское влияние в этой Балканской республике сейчас имеется. Пока фильм шел, Ольга нас покинула, а к нам присоединился Денис Денисов, политический обозреватель, политолог. Здрасте. Николай Николаевич, итак, до фильма-то я вам задал вопрос о нашем присутствии. Про американское присутствие понятно, мы все увидели. Про их технологии мы посмотрели. А наше присутствие на Балканах сегодня достаточно? Мы вообще осознаем, насколько важен нам сегодня этот регион? Да, вот я хотел как раз начать с ответа на поставленный вам правильный вопрос. Ну а что там какая-то Македония, там мы вот сами себе тут все... Я бы хотел сказать, что славянская письменность, основа нашего языка, она ведь пошла оттуда.
То есть святые Кирилл и Мефодий работали там. И их ученики Климент и Наум жили в городе Ахрид, где были созданы, это Македония сейчас, да, где были созданы первые тексты на древнеславянском языке, на котором написано слово о полку Игореве и так далее. Все древние славянские церкви, именно славянские, я хочу подчеркнуть, не греческие, православные, а славянские, тоже появились в городе Ахрид. И на них сейчас есть таблички, что они все установлены с помощью посольства Соединенных Штатов Америки. Значит, на одной церкви я видел с помощью посольства Федеративной Республики Германия, но просто столпы современного православия. У меня возникает вопрос, это наше сердце, откуда мы пошли, можно сказать, как культурная нация. Что делает наша православная? Откуда пошла наша литература, да, абсолютно. идеи. Что делает наша православная церковь? Это, кстати, та литература, которая объединяет, допустим, сегодня, да, как бы не пытались расколоть, но, допустим, да, Россию и Украину. Потому что, верно, простите, да. У нас есть два списка повести временных лет. Ипатьевский и Лаврентьевский. Один — это Западная Русь, это Галицкое княжество. Другой — это Северо-Восточная Русь, это Суздальский список. И первые наши летописцы, я должен сказать, русские из Киева, они ведь где учились опять? Они учились в Охриде, да. Ну, давайте начнем с этого, да. Наш посол в Охриде, в Македонии, при всем уважении, до этого работал в Малави, Зимбабве и в Кении. Значит, ну, если мы так будем вообще назначать послов в важные страны, ну, по принципу, так сказать, ну а что там не поработать? Ну, языка он, понятно, не знает. Представительство Россотрудничества есть с 2013 года. Но Центр науки и культуры России, о котором есть соглашение с Македонией, что называется welcome, он почему-то не открыт. Я хочу сказать, что дружба дешевой не бывает. Но, чтобы все наши граждане понимали, дружба как раз с такими странами, как Македония, она взаимовыгодная. Ну, например, немцы считают одной из лучших вин македонскую кадарку. У меня возникает вопрос, а ее почему здесь-то нет? Ну, Россия так просто устроена, что здесь всегда будет ощущаться недостаток виноградных вин. Украину вспоминали. Украина, между прочим, с Македонией заключила соглашение о свободной торговле. Македонцы нам 100 раз уже говорят, а с вами-то почему? Да, между прочим, в 2014 году македонцы одними из первых отказались ввести санкции против России, вот учитывая, что, возможно, через Македонию пойдет турецкий поток. Дальше перейти. Да, вот что касается, значит, продукции, все понятно. Теперь туризм. Туда чартеры из Голландии летают, понимаете? Потому что Охридское озеро, которому несколько миллионов лет, обладает чистейшей вообще в Европе водой. Там прекрасный туркомплекс, но только русских там нет. Что, естественно, у македонцев вызывает вопрос. А потому что нет прямого авиасообщения между Россией и Македонией. Кто мешает его сделать? Ну, туда поедут наши туристы. На первых порах, может быть, это надо субсидировать, но это нам тоже выгодно, я хочу сказать. Закупка яблок. Сейчас они идут к нам как болгарские, но они на самом деле все македонские. Просто зарабатывает, наверное, другая страна. То есть, если мы не будем их заинтересовывать. В Сербии же есть, смотрите, соглашение о зоне свободной торговли. И у сербов есть соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом одновременно. Вот вам модель, понимаете? Почему с Македонией нельзя такого сделать? Потому что с нашей стороны никак не. Наверное, потому что для этого нужно понять значение Балкан в целом и Македонии в частности. Кстати, о деньгах вы сказали. Вот по поводу того, что дружба дешевой не бывает. На самом деле не такие, как принято говорить в народе, великие тысячи. Да. Смотрите, сколько Сорос, фонд Сороса, тот самый, о котором мы говорили, сколько он влил в Македонию и другие американские фонды. За 3 года, с 2011 по 2014 год, 16 миллионов долларов. Ну, 16 миллионов долларов, это и на эти 16 миллионов долларов, понимаете, да, выстроена целая структура со своей элитой, да, контролем над СМИ и так далее. Вылейте одну фразу буквально. Вот разница между нами и американцами. На сайте Россотрудничества Македония, друзья, можете по интернету обратиться в Санкт-Петербургский вуз поучиться. 10 представителей ведущих американских университетов в этом месяце приехали в Скопье, в столицу Македонии, встречаются там с людьми. Ну что это, дорого стоит, что ли? Чтобы 10 наших ректоров туда, что ли, приехало? Ну какие-то деньги. Ну да. Евгений Феликсович, почему мы так? Чего нам-то не хватает, чтобы осознать? Ну, вот смотрите, как правильно было сказано до фильма, американцы на самом деле, сколько... Вот сейчас и военные аналитики, и политические аналитики, и Стратфор пишут о том, что Балканы, безусловно, будут тем центром, где, и мы об этом уже как-то говорили, что Россия будет отвечать в следующий раз на западные выпады на Балканах. Ну, наши американские коллеги изобрели замечательный термин, который, правда, невозможно точно расшифровать. Он называется зона конкуренции или конкурентные территории. До этого конкурентной территорией было пространство бывшего Советского Союза, потом Ближний Восток. Иногда это одновременно все. И вот теперь как бы новая зона Балкан.
Если взять конкретно вот Македонию, самую маленькую, самую менее всего населенную, да, и, в общем-то, довольно простую для понимания страну, хоть она и двунациональная, то конкретно вот именно на этой территории, конкурентной, неконкурентной ли, со стороны американского посольства и фонда Сороса, аффилированного с ним, были применены вот практически все методы вот до единого, которые только возможны в оранжевых революциях, вообще во влиянии посольства. Вот все перепробовали. Почему именно вот Македония показательна? Во-первых, из-за этого. Во-вторых, из-за очень типичной как бы реакции тех структур российских, которые должны, по идее, на это реагировать или создавать свои собственные вызовы для американцев. Не делается, в общем, практически ничего. Понятно, что наш МИД, в данный момент российский МИД, он отчасти наследовал вот эту советскую привычку ни в коем случае не нарушать международных соглашений и вообще не делать ничего, что можно было бы потом обвинить. Да. Да. Ну да. Заратустра нам не позволяет устраивать то же самое. То есть сколачивать оппозицию, издавать газеты, скупать телеканалы. Скупать телеканалы можно. Вот буквально на этой неделе в конце интервью посла нашего в Скопье было опубликовано в одной из ведущих македонских газет. А какую тему, там статья. Но она была почти про Скрипалей, да? Про Скрипаля. Ну да, может, про Македонию не по надо говорить. Македонии, не по позиции России по Балканам, а она называла что-то такое вот типично там химическое что-то вот такое. То есть позиции никакой в то время, как американское посольство, ну да, оно испробовало все доступные ему методы. Ну да, и выстроило под себя практически всю внутриполитическую систему. ситуацию. Павел Ефимович, а как вам кажется, вот тот албанский фактор, который так активно задействован и в Македонии, и в Косово, ну и даже в Черногории, отчасти в Греции, этот албанский фактор, он сейчас Македонию может привести к новому витку гражданской войны? Ведь так уже было в 2001-м. Так была активизация албанских террористов в 2015 году, да, когда бой был в Тетово знаменитый. В Куманово, да. Думаю, что сейчас нет. По простой причине, потому что албанцы, войдя в правительство Заева и став, так сказать, собственно, гарантами его существования, и так получают практически все, что они хотят. Зачем же воевать? При этом мы понимаем, что Заев тоже ставленник США. Да. Ну, можно сказать, что и так. Хотя я бы не стал преувеличить влияние США. Вы говорили справедливо, что американские посольства в балканских странах, пожалуй, один из наиболее влиятельных факторов. Но вот самому влиятельному фактору, так сказать, в Македонии понадобился год кризиса для того, чтобы сменить правительство. Но сменили. Сменили. Но год длилось. Работают. Ну, сопротивлялись, да. А если бы вот они были столь влиятельны, как здесь говорилось, то надо было просто позвонить за один день, да? Лидеру албанской партии, которая входила в коалицию с правящей Али Ахмети, сказать: уйди из правительства. Так надо. И все. Не надо было ни года, усилий, ничего. Ну, возможно, причина в том, что меняли одних вполне себе лояльных к Вашингтону лидеров, на других вполне себе лояльных к Вашингтону лидеров. Совершенно верно. То есть, когда условно нужно было смести Януковича, да? Вот тогда уже людей потащили на Майдан, тогда появились снайперы, небесные сотни и так далее. А здесь был такой Майдан в таком как бы мягком варианте. В балканском варианте. Ну, пошумели, палатки Я поставили. бы сказал так. У нас вот много говорят о цветных революциях. Они действительно... Есть такой продукт американский, который, так сказать, производится под копирку во всех странах, где хотят добиться своих целей. С разными результатами, кстати сказать. Но есть и бесцветные революции. Технология одна и та же, только разница простая. Внешний фактор не задействован. Вот и все. Не, ну Македония был задействован. Кстати, они назвали свою революцию цветной. Именно так и назвали. Она начиналась как бесцветная, как инициатива в оппозиции просто. А потом подключились, да. Как назвали? Потом назвали пестрой. То есть они очень хотели, чтобы ее тоже... Цветистая буквально. Зачислили на баланс, поставили, так сказать, на оплату. А вы знаете, это вообще американские технологии. Мы почему-то считаем, что они партии создают, что они какие-то большие вливания в создание политических структур. Нет, они на самом деле выращивают вполне лояльную элиту, а потом, пользуясь некой ситуацией, которая сложилась в стране, недовольством людей совершенно очевидными вещами, там, не знаю, коррупцией, чванством чиновников, тем, что плохо расследуются какие-то уголовные дела и так далее, и так далее. То есть недоработкой властей. И вот потом они на уже готовый протест присаживают созданных ими лидеров. Знаете, как в чашку Петри подсаживают, там, не знаю, бактерию, а там потом колония плесени вырастает. Денис, а как вам кажется, вот то, что вообще в Македонии, да, вся элита
Не все все-таки. Ну, почти всех, скажем, почти все. Совершенно прозападные. При этом народ очень не настроен на взаимодействие с Западом, в том числе потому, что когда-то Запад помог развязать гражданскую войну. То есть он же финансировал и албанских боевиков, и готовили их к Западу инструкторы. Это вообще характерная вещь, насколько я понимаю. То есть евроинтеграция – это интеграция элиты в первую очередь. Вот смотрите, какая ситуация, ну, на мой взгляд, по крайней мере, по Македонии. Когда мы говорим евроориентированное, это мы подразумеваем что на самом деле? Мы же прекрасно знаем структуру политической элиты Македонии и национальную структуру Македонии. Есть болгaro-ориентированные македонцы, есть сербо-ориентированные, которых меньше, есть албано-ориентированные, греко-ориентированные, некоторые сторонники все-таки заокеанской ориентации. Это все совершенно разношерстные группы, которые, в принципе, в необходимый момент можно консолидировать, но в то же время последние десятилетия, особенно в Македонии, показывают, что они очень часто достаточно обособленные. Вы говорите о населении. Население, на мой взгляд, особенно в Македонии, оно более чем евроориентированное, исходя из того, что действительно страна находится в очень тяжелой экономической ситуации. Правительства, которые последние сменяли друг друга достаточно часто, они в принципе, поскольку-постольку занимались экономикой, исходя из целого ряда, понятно, факторов и внутреннего конфликта, причем конфликт же в Македонии по целому ряду идет расколов, и этническому, и религиозному. Ну, этнически религиозный в первую очередь. Да, то есть население, оно вынуждено просто эмигрировать, как многие страны, в том числе и Балкан, потому что мы знаем, какие миграционные потоки идут из Боснии, из Сербии. Почему к нам не эмигрируют? К нам? Потому что мы же предложить ничего не можем. Вот. Так вот, об этом-то и речь. Если бы... Вот с чем мы здесь в очередной раз сталкиваемся? Характерным для внешней политики России. Мы не знаем о том, есть ли у России стратегия относительно Балкан в целом, не говоря уже о Македонии в частности. Потому что для меня будет очень большим открытием, если такая стратегия, конечно, существует. Вот у нас даже нет стратегии по Балканам в целом. Хотя помимо Македонии есть гораздо интереснее для нас стран. Ну, чего уж тут... Сербия? Центральная? Конечно. Балканская страна? Конечно. Да, Сербия, Республика Сербская, да, конечно. Да, Босния в целом. Да, но у нас этого просто, к сожалению, в настоящий момент нет. Есть определенные надежды на то, что вот после уже инаугурации, которая на днях состоится, внешняя политика отчасти будет пересмотрена. И мы хотя бы увидим, я не надеюсь на Македонию, а хотя бы контуры стратегической политики. Хотелось бы и по Балканам увидеть. Мне бы очень хотелось увидеть по некоторым другим странам. Там, ну, вообще исторический опыт-то у нас есть. Ведь смотри, мы все время говорим про американский soft power, да? Про их Сороса, про кого-то еще. Но кто вообще эту штуку придумал? Ведь кто впервые создавал в Европе панславянский конгресс в Праге? Это, простите, ведь все было, так сказать, русская инициатива. Да? Это славянофилы, Аксаков, Суворин, да. Достоевский писал. Да, это был какой год? Это 19 век, середина 19 века. Да. И мы не только... Кстати, правительство царское было против этой... Царское правительство не было против. Царское правительство говорило, попробуйте как-нибудь. А мы как-нибудь в сторонке постоим. Это было, да, такая осторожность во внешней политике. За счет собрания, да. Мы сегодня удивляемся, а почему у всех славянских народов все эти цвета присутствуют, красный, белый и синий. А это с тех пор. Да, то есть умение, некий навык, как это делать, в общем, у нас, по идее, присутствует. Мы не только снабжали и литературу отправляли, духовную, и просветительскую, если надо бы, и во время Балканских войн на российские деньги в России, и добровольцы и снабжались, вооружались и отправлялись на Балканский фронт. Тоже нельзя забывать эти исторические примеры. Они не забывают, мы забываем. Кстати, они-то, да, действительно не забывают. Они помнят, когда мы говорим о том, мы говорим, что Джозеф Най является основателем мягкой силы. Мы говорим о том, что элита в одну сторону, люди в другую, да, зачастую на Балканах, но это действительно так. Ведь когда в Болгарии политическая элита говорит о том, что мы не знаем, как там нам сегодня Шипка, вот это все освобождение Болгарии, кто там освободил, поляки или кто-то. А люди, обычные люди, едут к памятникам героям Шипки и едут с русскими флагами. То есть потому что они четко понимают, кто были эти генералы и кто были эти добровольцы по национальности, которые когда-то пришли в 1877 году к ним, да, чтобы спасти их от резни.
Вот вам сразу еще один момент. Болгарский фактор в Македонии, еще об этом не говорилось, но по тем оценкам, которые существуют среди политологов, социологов, уже в настоящий момент порядка 300 тысяч человек, граждан Македонии, имеют второй болгарский паспорт. Вот этот влияние. Болгария в Евросоюзе. Да. Вот этот фактор, который для нас как бы традиционно незначим. Ну какая Болгария с внешней политикой еще и относительно Македонии? А между тем, это 300 тысяч человек, которые уже граждане Болгарии. И есть это даже больше такие 10% населения страны. Да. Есть же такие мнения, предположения, что там в ближайшие 10 лет Македония вообще может перестать существовать как государство. Почему предположение? Дана Рорабакер, она же говорила об этом, американский сенатор, что в принципе Македония должна быть разделена между Болгарией, Грецией и, собственно, Албанией. Да. Вот. Об албанском факторе, кстати, вот мы чаще говорим. И просто, видимо, потому что он более агрессивный. Как вам кажется? Ну, это, во-первых, действительно так. Албанский фактор всегда агрессивен. И большие проблемы с мы так говорим, мы с ними подружимся когда-нибудь. Или вы их уже списали, албанский мир? Вот такие попытки у нас же были братские отношения с этой страной в 50-е годы. Они были братские в 50-е годы. Тогда почему нельзя это повторить? Я знаю случаи, когда Харадинай и Тачи прилетали в Москву, бродили по Государственной Думе, добились там 2-3 приемов. Это было примерно лет 10 назад. В общем, ничего не получили и уехали. Да, они пытались объяснить, что мы, в общем, не такие страшные, какими вы всех нас представляете, давайте как-то подружимся. Но некого общего, под этим должен быть некий общий, хотя бы какой-то базис для этой дружбы. Его, в общем, нет. Есть. Нет, мы тогда дружили с Албанией в годы СССР, потому что они создавали, они строили социалистическое будущее, и мы строили. А вы знаете, первая операция ЦРУ была вообще создана в 1947 году, направлена против какой страны? Ну, там еще МИ-6 участвовал. Да, но вот против какой? Против Албании. Хорошо, что объясните, а почему? Секундочку, почему Албания была такой важной вот для американцев? Албания на тот момент, в той операции, в которой участвовал Кенфилд при руководстве ЦРУ, она считалась наиболее оторванной, во-первых, от Советского Союза, во-вторых, там была база подводных лодок под Влерой. Все Адриатическое море запирала Албания, а порт Триест и тогда и сейчас является основным портом снабжения американской группировки в Германии. А вы говорите, зачем она нам нужна? И Сталин спас ее. А Сталин ее спас, за что они, кстати, благодарны нам до сих пор, между прочим. А вы говорите, они всегда нам говорили. Сможем ли мы этим воспользоваться? Конечно, можем. Все, старшее поколение, вот смотрите, мы разорвали с Албанией отношения в 60-м году. Под давлением китайцев они это сделали. А вы знаете, что после этого во всех средних школах Албании, тем не менее, в обязательном порядке изучался русский язык. А вот в Югославии нет, например. Ну, вы знаете, на самом деле в Косово воевало очень много албанцев из самой Албании, а не косовских, и знание русского языка им никак не помешало спокойно резать сербов и сжигать их в крематории. Да? Поэтому тут для меня большой вопрос, что сегодня для них важно. Интернациональный фактор или фактор албанский, фактор их вовлеченности в эту внутриалбанскую жизнь, существование кланов криминальных и так далее. Всех вот этих вот там ключевых, да, но тем не менее, не все общества построены как на столпах, на существование этих этих криминальных кланов. Если мы с вами будем говорить, что Албания построена на криминальных кланах, она всегда агрессивна. У нас будут отношения нормальные со страной, нет? Да, Павел Ефимович, сейчас после рекламы я вам переадресую этот вопрос, а пока реклама, оставайтесь с нами. Итак, продолжаем обсуждать фильм Ольги Курлаевой «Штат Македония». Павел Ефимович, разговор о том, что нам нужно активно присутствовать на Балканах, ну, действительно, как правило, подразумевает то, что мы должны присутствовать в славянских странах. А действительно с Албанией можем ли мы в этом смысле договориться? И можем ли мы как-то повлиять на процесс, который там идет, создание вот этой Великой Албании, о котором они все время говорят? Чисто теоретически можем, но... А практически? А практически это значит тогда перестать дружить с сербами и подружиться с албанцами. Дружат вообще, вступая в Евросоюз сейчас и в НАТО. Они все вступают, все балканские страны. Ну, какая разница свои, тогда? Все балканские страны. Почему и Албания, Сербия лучше и Сербия. Албании? Объясните мне. Я и объясняю, что все балканские страны поставили цель вступления в Евросоюз. Почему Сербия лучше Албании тогда? Нет, она может быть и не лучше. Черногория вступила в НАТО. Отцы наши родные, можно сказать. Но если вы хотите выбрать, так выбирайте. Но речь идет именно о выборе, потому что нельзя одновременно дружить с Албанией и поддерживать Великую Албанию с ними и с Сербией. Дружит. Барнабич, она где сербский премьер обучался и работала?
В Америке, Кстати, действительно, почему у американцев получается дружить и с сербами, и с хорватами, и с албанцами, и с косовскими албанцами, которые албанцев, в общем, не любят? Да. Можете еще задать вопрос, а почему они все собираются в Евросоюз? Да не все. Нет, почему собираются в Евросоюз, понятно. Это путь к некой комфортной среде, которая, в общем... Потому что Евросоюз в товарообороте занимает 70%. В инвестициях Россия превосходит тоже в десятки раз. Это неправда. Секунду, подождите. Правда? Нет, неправда. Возьмите цифры, проверьте. Николай Николаевич, подождите. Так все-таки, почему у американцев получается влиять и там, и там? Ну, поэтому и получается. То есть вопрос финансовый? Ну, в первую очередь, конечно. Можно несколько цифр привести по поводу вот этой замечательной мягкой силы? Здесь упоминалось 16 миллионов долларов в течение 2-3 лет, которые фонд Сороса и другие соответствующие американские институции выделяли на Македонию. А сколько у нас выделяется субсидий федерального бюджета на Россотрудничество, на структуры МИДа, на фонды Горчакова, Русский мир, там еще несколько, 2-3 фонда существует, которые занимаются как раз международными гуманитарными проектами. Если мы посмотрим официальную статистику, официальный наш бюджет, то я вам скажу, что в течение года Российская Федерация выделяет полностью на сотрудничество со всеми регионами, со всеми странами примерно ту же самую сумму, которая даже чуть-чуть меньше, порядка миллиарда рублей в субсидии федерального бюджета выделяется на эту мягкую силу. И о чем мы можем дальше говорить, когда нет четкого понимания? Грамотно потраченные миллиарды. Да, это тоже. Это, допустим, в Таджикистане, в Киргизии, не знаю, в Беларуси, где угодно. Вопрос ведь в правильном применении этих денег. На что мы их тратим? На то, что мы открываем красивые памятники и вешаем доски, или на то, что мы открываем школы? Вот, допустим, на Памире, да, на таджикском Памире, люди до сих пор помнят, как когда-то войска генерала Ионова спасли их от физического уничтожения афганцами и китайцами. И они очень хотели бы, чтобы там открылись русские школы. Это люди говорят, но эти русские школы там не открываются. Или вот дополнение. Когда был последний визит министра иностранных дел в России, в Македонии? Ну что, денег что ли стоит? В 2011 году, 7 лет тому назад. Ну здесь в чем проблема? Денис, а вот скажите, все, что произошло, скажем, на Украине, насколько это соотносится с тем, что было когда-то на Балканах? То есть можем мы говорить о том, что на Украине была применена модель, которая 100% была обкатана в Балканском регионе? Ну, 100%, не 100%. Хорошо, 95%. Безусловно. Мы же все прекрасно понимаем, что лекала одни и те же. И наши многие коллеги из Сербии в 2000-е годы особенно акцентировали внимание на то, что посмотрите наш опыт, возьмите наш опыт, чтобы не допустить того, что будет у вас. И самое это печальное и проблематичное, наверное, все-таки не Украина, потому что мы же прекрасно понимаем, что все эти технологии отрабатываются для несколько более весомого игрока. То есть все-таки, да. И вот в этом отношении самое главное, чтобы мы могли воспользоваться этим совершенно неоценимым опытом, который был на Балканах, который был на постсоветском пространстве, для того, чтобы не допустить того, что произошло в этих регионах, в нашей стране. Вот если сможем, тогда все будет нормально. То есть в этом смысле лучшие антисанкции – это выстраивание собственной экономики, это борьба с коррупцией, это чтобы, например, за пожар в Зимней Вишне последним арестованным не стал начальник пожарного расчета. Правильно, наверное, так? Об этом, наверное, можно говорить. Безусловно. То есть, если мы говорим о технологии. Нам необходимо, конечно. А мы уже просто возвращаемся от внешнего воздействия к внутренней политике. Конечно, нам нужна стабильность. Нам нужна стабильность во всех направлениях. Чем более стабильное государство, тем менее оно подвержено влиянию любого рода извне, таких как технологии традиционно называемых цветных революций. Вот про Македонию, может быть, еще. Да. Когда там начались... Кстати, надо ставить знак вопроса. Не надо оскорблять людей, штат Македония. Там есть политическая элита, ориентированная против НАТО. Когда там были столкновения между двумя... Вот такая маленькая. Значит, антинатовская партия набрала 37% на выборах, пронатовская 39%. Да? Значит, когда там были все эти столкновения, 15-16 год, между прочим, одни шли под натовскими флагами, а другие под русскими. Но, значит, Евросоюз почему-то озаботился вот этим противостоянием, назначил спецпосланника по регулированию внутриполитического кризиса в Македонии. Мне тут про международное право какое-то рассказывают. Значит, это бывший немецкий посол был в Австрии, да? Он туда приехал, начал разрулить. Мы что сделали?
Они к нам обращались за посредничеством, между Кстати, прочим, вот эти извините, две силы. вот тут у меня мысль родилась, да, вот то, о чем было сказано, что американцы могут влиять и на албанцев, и на сербов, и на хорватов, и на словенцев, и на боснийских мусульман, только лишь потому, что у них есть деньги. А мне кажется, что все-таки дело не только в деньгах, а в некоем подходе, который чуть более циничный, чем наш. Кстати, то есть, а он состоит в том, что вот у них есть некий вектор, некие задачи, и под эти задачи они подбирают, не знаю, партнеров, союзников, от которых они когда-то могут избавиться. Надо им было воевать против Ирана. Они воевали руками Саддама. Не надо им было воевать против Ирана. Саддам вышел за какие-то красные флажки, они его начали бомбить. Не согласны вы с этим? Я бы еще... Одну цифру буквально в поддержку вашего тезиса. У нас товарооборот с Македонией больше, чем у американцев с Македонией. Я бы еще добавил именно, что касается человеческого фактора. Ведь на самом деле, давайте не забывать, что сейчас уже люди и за решетку идут за свои убеждения. В Македонии. В том числе, да, в Македонии. В Македонии арестовано 6 депутатов парламента, 8 общественных деятелей. Всего репрессиям подверглось порядка 30 человек. 5% парламента арестовано. Вот, представляете, если из нашей Государственной Думы 23 депутата будет арестовано, какой будет? Да, а там нормально. Вот. Такая же ситуация... Может, это не так ужасно будет? Такая же ситуация в Черногории. Вот. Там тоже есть политически репрессированные и те люди, которые... То есть в этой ситуации нам действительно надо понимать, что у нас огромное количество, огромный потенциал ресурсный, политический, общественный, информационный ресурс в этих странах, которые нас поддерживают. И чем больше оказывается давление со стороны США, НАТО и Европейского Союза, тем больше у нас возникает сторонников. Поэтому, конечно... Кстати, о Черногории вы сказали. Президент Черногории сколько там сидит у власти? С 90-го года? Еще как в 91-м году. В 91-м году. И никто не говорит, что ай, смотрите, в Черногории какая несменяемость власти. Как это нехорошо. Знаете, несменяемость власти, оказывается, есть только условно там в России, да? Как выясняется. Тут вопрос заключается действительно в комплексном стратегическом подходе, именно с точки зрения общественного, информационных, политических, межпартийных проектов, вот, для того, чтобы у нас была действительно комплексная стратегия по региону. И ни в коем случае, я совершенно согласен, нельзя Македонию рассматривать без отрыва от всей Балканской четверки. То есть концепция Б4 известная существует, военно-политического нейтралитета балканских государств. Она была принята на уровне межпартийном, она была поддержана Государственной Думой, и, в принципе, это такая, в общем-то, в новое время единственная такая вменяемая концепция по всему региону. Надо развивать эти направления. Вот. Но что касается еще албанского фактора, то действительно албанский фактор и Косово очень сложно сейчас нам одновременно и там развивать отношения. Поэтому, на мой взгляд, вопрос не только мягкой силы, но и военно-политического нейтралитета. Но в Македонии, понимаете, албанский фактор ключевой. Я просто в 2001 году, когда все это начиналось, вот в эти же дни я был в Македонии. Я видел, с чего это начиналось. Я видел эти первые сожженные церкви. Я видел, как в Куманово по ночам обстреливали македонские дома. Потом все лето 2001 года, да, собственно, македонская армия вела очень тяжелые бои. Полиция вела очень тяжелые бои с албанскими террористами. Очень хорошо, кстати, вела. И авиацию применяла, и БТР применяла, и фактически победила. И что произошло дальше? А дальше произошло предательство элиты, потому что элита пошла и подписала Охридские соглашения, когда им Запад выкрутил руки. Я уж не знаю, что там им обещали. Американцы поставили вертолеты им тогда, мы ни хрена не поставили. Вертолеты им поставили болгары. Сейчас необходимо усиливать военные поставки. Это, кстати, тоже для нас урок. И в первую очередь комплексы ПВО С-300. А желательно, чтобы в Сербии была полномасштабная российская военная база. Тогда именно такой подход... Нейтралитету это мешает. Это почему не мешает? Только что буквально на днях, 23 числа, Сербия объявила проект своей стратегии, военной стратегии, стратегии национальной безопасности. Там очень четко прописано, что мы поддерживаем, сербы поддерживают территориальную целостность и Косово в составе Сербии. Сербия категорически против формирования вооруженных сил албанцев, косовских албанцев. И Сербия выступает за сотрудничество с ОДКБ. Там, правда, и НАТО
написано, но именно. именно такой подход... А куда же им, беднягам, деться, Именно понимаете? подход, если будет не косвенное вписали они обострение НАТО. ситуации, то, безусловно, как говорят, с высокой степенью вероятности, если бы не стояло, по-английски, но если бы обращение... стояло Если бы стояла в Центральной Сербии комплекс... В нише Да, стояла да, бы российская военная база 1000 на 2,5, то, наверное, highly likely, как принято теперь говорить, в Косово немножечко по-другому вели бы себя власти. Я в этом на 100% уверен. Но, кстати, вот та ситуация с Охридскими соглашениями в 2001 году, это нам тоже важный урок. С кем подписывать соглашение, с кем не подписывать, вообще стоит ли подписывать, можно ли с Западом договариваться и вообще, насколько важно воспитывать свою элиту качественную, абсолютно прогосударственную. Евгений, вот если можно коротко, а действительно, вот мы говорим о Македонии, как был внешний фактор, но был и внутренний фактор. Да? То есть свои недоработки в области экономики, там, не знаю, внутренней политики и так далее. Это для нас тоже ведь урок? Это, безусловно, урок. Но вот я хочу еще не только дополнить Сербии. ситуацию по движению нейтралитета. Вот это Б4. Как раз тому, о чем мы сейчас говорим, оно держится на, в общем-то, голом энтузиазме очень небольшого количества людей. В Черногории, в Сербии, даже в Македонии. И поддержка его из Москвы, она есть, но она тоже, в общем-то, носит не государственный характер. Это тоже набор энтузиастов, которые вот как-то берут, пытаются поддерживать это движение, что-то пишут, даже где-то финансируют, участвуют в этих собраниях. Государство не участвует в этом никак. И, конечно, центральный урок, я должен согласиться с тем, что говорилось до меня, центральный урок, который мы из всего этого извлекаем, нужна, во-первых, действительно стратегия. Стратегия должна быть наступательной, а не носить оборонительный характер, как у нас всегда это делается на уровне МИДа или посольства. Да? Мы реагируем на какие-то вызовы, реагируем, как правило, мягко, реагируем, вот, цепляясь за международное право, на которые, в общем, наши оппоненты плюнули. Они поняли. Хотя Сирия показала, что можно не цепляться за международное право. Это уже военно-политическая реакция. А действовать так, как мы считаем необходимым. Если нам нужно сегодня быть союзником с турками, почему бы и нет? Завтра время покажет, как все. Если Балканы объявляются зоной противостояния, скажем, между Соединенными Штатами, условно говоря, или Западным блоком и нами, так они тоже объявляют у себя это пока то в тогда журналах, вести себя нужно соответственно и организовывать государственную поддержку. Если мы ждем, что это изменится в ближайшее время, то... Павел Ефимович, а вообще русское экономическое присутствие на Балканах, ну, все-таки там есть «Газпром», там есть наши компании, которые работают. Оно весомое. Оно есть, но оно несоизмеримо с теми средствами, которые вкладывают соперники. У нас разница в порядке. Больше, чем у немцев. Сербия главная, наша нефтяная индустрия, Сербия по товарообороту, плательщик страны. Простые цифры. Да. Вы можете говорить все, что угодно, но есть цифры. И объем по товарообороту. Подождите, друзья, дайте человеку сказать. Ну что мы? Простые. Ну что мы как в каких-то неприличных передачах? Да. Мы же здесь, знаете, собрались умные, рассуждаем, спокойно говорим. Приходится 70% товарооборота стран Западных Балкан, так называемых. И у нас также. По инвестициям примерно то же самое. Россия присутствует на Балканах 7%. Вот разница. В инвестициях, ну, чуть побольше, но тоже разница на порядке. А вот смотрите, если не политически, экономически нам выгодно инвестировать в Балканы? Да, абсолютно. Если есть свободные средства, тогда да. Но я думаю, что у России найдется внутри страны столько способов приложения инвестиций. Согласен. Другое дело, что, знаете, когда у тебя в доме дверь не укреплена, да. Ты хоть что у себя построй, хоть сад разбей, хоть что-то. Но если тебе ворота выбили и хулиганы пришли, да. Эти ворота, они, в общем, и на Балканах тоже. Ну, я бы сказал так, что конкурировать экономически с Западом, с ЕС, с США мы там не в состоянии. Пораженческая позиция, абсолютно. Хорошо, если не пораженческая. Вот смотрите. Вот но что у нас есть? Кстати. Есть, что называется, остаточный исторический капитал. То есть традиционные русофильские симпатии значительных масс населения. Карманам, да. В Болгарии, в Сербии, в Республике Сербской, отчасти в Черногории, отчасти в Македонии. Что позволяет делать этот капитал? Сменить вектор развития он не позволяет. Но характерная деталь. Как только выборы в Сербии или в Республике Сербской, Додику, и Вучичу, и Дачичу необходимо съездить в Москву и сфотографироваться с Путиным. Иначе выборы... Хотя обещают они вступать в ЕС. Да, да.
Хотя иначе на выборах будет хуже. Мне это напоминает Виктора Федоровича Януковича, который тоже хотел вступить в ЕС, но при этом все время говорил о том, что за русский язык мы будем. Мы за русский язык. Еще, если можно. Поэтому этот самый исторический капитал, это есть средство некоторого ограничения антироссийских проявлений. И в этом качестве он работает. Я понял. Друзья, по минуте, наверное, всем. Денис, и вот так вот сейчас по кругу пройдемся. Во-первых, кто мешает сейчас России Кстати, об экономике тоже можете, да? начать переговоры относительно размещения хотя бы небольшой военной базы в Центральной Сербии? Никто не мешает. Слушайте, в Сербии Россия контролирует две крупнейших углеводородных монополии. Это Сербия-Газ и НИС. Нефтяная индустрия Сербии. За счет только этих двух активов можно полностью контролировать всю политическую жизнь Сербии. Балкан. Балкан не смотрят там просто, да. А то сказать, русские подбираются, чтобы нас контролировать. Ну, хорошо, они все кто-то с радостью скажет. Вот. А вот резюмируя, тогда можно так сделать. Вот эти все рычаги у нас есть. Только, к сожалению, мы их не то что не применяем, а мы применяем их себе во вред. Потому что люди, которые возглавляют эти структуры в Сербии, и это сербы в первую очередь, они совершенно нелояльно относятся к Российской Николай Федерации. Николаевич, добавьте скепсиса по традиции. Сейчас мы должны немножко... Наши граждане понимали, сотрудничество с этими странами выгодно Российской Федерации. Не вообще какому-то государству, а каждому из нас. Мы хотим дешевых фруктов, хотим дешевого вина. Вот, например, сербы. У нас с ними есть соглашение о свободной торговле. Но мы сами изъяли из него молочную продукцию. Ну нам что, сербская молочная продукция не нужна? Они вынуждены алкогольную поставлять это в ЕС не потому, что они хотят, потому что мы это экономически выгодно с ними сотрудничать с Балканами. Абсолютно выгодно. Туризм на Балканы один из самых красивых и дешевых, понимаете? В Хорватию наши граждане летают. Да, только в Черногорию натовскую летают. А вот можно, еще раз, в Скопье, подождите, я вас слушаю. А можно, кстати, и в Сербии. В Скопье нет прямого рейса, я еще хочу подчеркнуть. Вот это можно сделать. Зачем через Стамбул туда летать? Ну, вообще, понимаете, прилететь в Белград и посмотреть на город, который построили русские иммигранты, да, это же там, он очень... А природа Македонии, Охридское озеро. Именно потому, что... Древние церкви. Первая волна русской иммиграции его строила. Пожалуйста. Так, давайте по поводу, давайте. Сотрудничество экономическое, военно-политическое. Наверное, начнем с дипломатического. Необходима комплексная стратегия по Балканскому региону. В кратчайшие сроки ее необходимо принимать на государственном уровне. Что касается общественно-информационного, она необходима тоже комплексная и включать в себя все уровни. И на уровне газет, журналов, на уровне межпартийного, межпарламентского и другого вида общественного сотрудничества. Да. Что касается военно-политической компоненты, безусловно, не только военные поставки комплексов ПВО Сербии, но и размещение российской военной базы, оно приведет к балансу. Если они, естественно, если они попросят, конечно. Безусловно, у нас есть договор о военно-техническом. А мы можем попросить. Да, если будет соответствующее обращение, то именно этот фактор создаст военно-политический баланс на уровне всего региона и долгосрочную перспективу стабильности не только Сербии, Косово, ситуации вокруг Косово, но и в Македонии, в всем будет хорошо. Боснии и Герцеговине. Тоже нет ничего нерешаемого. И даже Черногории. Да, нет ничего нерешаемого на балканском направлении. Надо только немножко постараться. Недаром, в общем, наши американские коллеги каждый раз вздрагивают, начинают кричать, стонать, как только проявляется хоть какая-то активность со стороны России. На Балканах? Вот, да, на Балканах. Все то, что было резюмировано правильно, я должен добавить, что и в экономике, и даже в тех странах, которые, в общем-то, исторически не считаются российскими союзниками на Балканах, все решаемо. Когда в Хорватии рухнул ритейлер Агрокор, а госпожа президентша хорватская прилетела сюда, чтобы Сбербанк решал вопрос по кредиту, и ВТБ они еще, по-моему, привлекли. Так что и экономические, и финансовые влияния тоже есть. Да, надо, наконец, это захотеть сделать. Просто надо все, как, наверное, систематизировать. Да. У нас получается, что если мы смотрим, вот, условно говоря, в сторону Ближнего Востока, то ничего другого мы уже не видим. Вот это вот многофронтовость. Ну и да, и если на Балканах мы действуем экономически, то забываем про политику. Если забываем про военность, вспоминаем про политику, то не учитываем военный фактор. А если вот как-то комплексно, и, конечно, мне кажется, что нужно вообще систематизировать весь американский опыт на Балканах и просто выписать, сделать такую брошюру, что они сделали, как они сделали, каким образом воспитывали элиты, каким образом воспитывали свои МКУ. И весь отрицательный опыт, да, как мы можем их победить и как мы можем не допустить вот этого самого у нас в стране. То есть какие нам нужно
произвести действие над собой, какую работу над собой, чтобы у нас не получился вот как-то штат Македония. Да. Спасибо всем, кто участвовал в нашей дискуссии. Спасибо всем, кто нам смотрел. Это был фильм Ольги Курлаевой «Штат Македония». Надеюсь, всем понравилось. Увидимся.